«26 апреля МВД России проведет акцию, направленную на повышение правовой грамотности подростков. Об акции было заявлено сегодня во время пресс-конференции председателя Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерины. С помощью видеосвязи в конференции приняли участие все регионы страны. Я считаю, что акция и подобные акции, которые уже проводятся в других советах, они действительно важны. Хотелось бы попросить, чтобы эти акции проводились не только в преддверии или не только во время каникул, но чтобы эти акции проводились ежегодно, и чтобы наши учителя, преподаватели и мои коллеги-юристы об этом никогда не забывали. Я понимаю, что детишки, которые уходят на каникулы, им не хочется прикасаться ни к тетрадям, ни к учебникам, мне вот самого дети в таком возрасте. Но, тем не менее, это можно делать и в виде каких-то игр, чтобы им было это все интересно. Потому что если читать сухой текст, то, соответственно, это будет неинтересно. По словам председателя Общественного совета, акция будет всероссийской. Она пройдет во всех регионах. Полицейские и общественники при территориальных отделах полиции дадут школьникам уроки права и проверят знания их прав и обязанностей. Проверят знания старшеклассников в формате тестирования. Он будет носить как бумажный, так и электронный формат. Таким образом, рассчитывается, что подростки ответят на ряд вопросов, направленных на знание своих прав. Целью данного движения является предостережение детей и подростков от влияния сомнительного рода организаций и движений, которые незаметно, отчасти под прикрытием, входят в близость с молодежью. Дабы обезопасить и научить распознавать подобные направления, пройдет этот тест. В формате видеосвязи Анатолий Кучерин выслушал готовность на местах и рациональные предложения, направленные на продуктивность проведения тестирования. Руководители и заместители территориальных органов общественных советов отметили следующие моменты. Из Кемеровской области прозвучало мнение, что тесты должны быть интерактивными. Краснодарский край пожелал, чтобы акция несла регулярный характер. Представители Самарской области отметили, что для всех тестируемых должны быть единые правила и методики. Что в Республике Крым происходит? Насколько вы готовы? Как происходит у нас там ситуация? Что происходит с правым овощем? Коротко скажите, пожалуйста. Анатолий Григорьевич, можно только присоединиться к словам наших коллег из регионов, которые в предыдущих включениях выступали, о том, что у нас также проводятся многочисленные акции, как общественным советом, так и общественным советом при территориальных органах Республики Крым. Мы активно участвуем во всех этих программах и самостоятельно их организовываем, и в фарватере, так сказать, общей линии, которая приходит нам из Общественного совета МВД России. Все эти акции очень часто организуются среди молодежи, студентов и учащихся школ. Подрастающее поколение должно давать отчет тем или иным высказываниям, выступлениям в массах и должны уметь различать поступки от проступков. Во время встречи было отмечено, что в этой связи планируется и содействие родителей. Также вместе с общественными советами активно работает Министерство образования. Во всероссийскую акцию правового просвещения знаний вовлекут и студентов вузов и юридических факультетов. Тема правового просвещения среди детей остается очень актуальной. Итак, суммируя вышесказанное, отметим, что анонсированная акция «Проверь самознание» предполагает тестирование старшеклассников по вопросу знания своих прав и обязанностей. В ночь на 26 апреля будут опубликованы тесты на сайте МВД России. Сейчас же в регионах определяют школы, где пройдет тестирование в рамках акции. Помимо тестов, школьникам также будут объяснять, что такое Конституция, расскажут об их основных правах и обязанностях. Отмечено, что ведомства ведут постоянную работу с детьми, проводят дни открытых дверей, а также разнообразные лекции. Активно к работе подходят дорожные полицейские, которые с завидной периодичностью проводят различные акции с детьми всех возрастов, начиная с детского сада.